Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І далі будемо говорити про економіку з Олегом Гавришем, редактором розділу «Бізнес» видання «Нове время». Доброго вечора, Олеже. Отже, темою тижня в економіці – це Давоський економічний форум. Там також приїхав і президент України Петро Порошенко. Вже, скоріш за все, від'їхав. Він сьогодні закінчується. Дуже багато він говорив про Україну, про корупцію. Мав зустрічі з директором-розпорядником Крістін Лагард, це очільниця, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, де йшли перемовини про черговий транш. І ось що сказав Петро Порошенко про корупцію та транш від Міжнародного валютного фонду на економічному форумі у Давосі. Я організовую боротьбу з корупцією в Україні не у зв'язку з визовою лібералізацією або траншем МВФ, а тому, що боротьба з корупцією – пріоритет моєї президентської політики. Я створив незалежні антикорупційні органи НАБУ, САП, які ефективно працюють разом з іншими інституціями і вже демонструють перші результати. У нас був цілий список вимог, і ми повністю їх виконали. Це були слова Петра Порошенка, президента України, на Давоському економічному форумі. Петро Порошенко 3,5 роки, так, президент України. Ви б могли назвати речі, де він справді подолав корупцію, наприклад, в економічному блоці, так, України? Ну, смотрите, то есть, например, если мы возьмем Нафтогаз, то там коррупция, скажем так, не то чтобы она там полностью ее удалось подолать, но она значительно сократилась. Тобто ми говоримо про розкорпоратизацію, да, так? то есть там, где, грубо говоря, вот коррупция фактически становится меньше там, где государство выходит из определенных отраслей, где они дерегулируются. Потом в портах, например, когда было отменено целый ряд, там, скажем так, дополнительных разрешений, там, дополнительных как бы, там, требований, которые раньше применялись, и была проведена некая дерегуляция, там коррупция стала меньше. Было отменено в свое время при Абрамовиче, это, в общем-то, его заслуга, Айварса Абрамовича, бывшего министра экономики, довольно много разрешений в отдельных отраслях. Ну, предположим, вот, разрешение в сфере строительства, там, например, темы, которые связаны с регистрацией бизнеса, его можно зарегистрировать очень просто через интернет, не надо никуда ходить и никому там на поклон, грубо говоря, и тоже там никого не коррумпировать. То есть, опять же, там вопрос выдачи документов, например, там, документооборота, там, даже тех же паспортов. Вот, и так далее, ну, до тех пор, пока, конечно, мы не столкнулись с нехваткой бланков. На определенном моменте это было снято, потому что теперь это государство могло заплатить официально, как бы, там, деньги, да, вот везде, где государство за это время успело уйти, вот там коррупция стала меньше. Вот фактически это происходило в 2014-2015 году, когда была очень, как бы, такая непростая ситуация, когда вся эта система, которая, грубо говоря, там, людей, да, которая сейчас, к сожалению, больше играет роль, чем даже Порошенко в отношении, как бы, там, ну, не к сожалению, вообще она играет большую роль, я имею в виду, там, экономический блок СБУ, не там основной СБУ, которая там делает довольно полезные вещи, экономический блок СБУ, прокуратура, те прокуроры, которые занимаются экономическими преступлениями, так сказать, там, налоговая, ГФС, это однозначно фактически вся. Вот эти все люди, они контролируют, как бы, экономику страны, условно говоря. И вот там, где и чиновники, разрешительные органы и так далее, что тому подобное, Кабмин, там, где им дали там, по рукам, там, где, говоря, они оставили, и так, на тот момент, в 2014-2015 году, им было просто не до того. Они боялись, что, ну, как бы, вот сейчас будет там война или страна сейчас разрушится. Они просто испугались, руки как бы убрали это все. И рік нічого не робили. Да. И в это время как раз удалось, поставили люди, которые, как бы, там, ну, когда поставили там людей, таких как там Яреська, таких как Абрамовичус, они стали активно рубить все эти схемы и все остальное. То есть просто, как их можно рубить? Просто отказываться, государство отказывалось от части своих полномочий. Вот там стала коррупция меньше. А как только чиновники вернулись, которые сейчас вернулись там в Кабмин, да, они, как бы, у них очень большое, скажем так, желание, скажем, опять все контролировать. То есть как это так? Вот, например, может работать там Укртрансгаз тот же самый, так, что председатель правления независим. Председатель правления должен отчитываться перед нами, он должен ездить на Кабмин, там, слушать нас, дальше тому подобное. Вот. А когда он сам принимает решение, это, ну, им это непонятно. А так оно должно работать, потому что во всех странах мира, даже если есть государственная компания, хотя, ну, Укргаздобыча, Укртрансгаз, они точно не должны быть государственными.
Их надо продавать как можно быстрее. Тобто ви вважаєте, що досі економіка України залишається зарегульованою занадто, так? І це породжує Безусловно. корупцію. Смотрите, вот даже последние все рейтинги Украина находится чуть ли не вот последний рейтинг, который давали, рейтинг привлекательности стран для жизни. Украина выросла в нем, который давали на Давосе. Но оказалось, что там из 75 стран, которых рейтинговали, мы находимся на 75-м месте по легкости ведения бизнеса, то есть самое худшее место. Doing Business мы продвинулись всего лишь на 4 позиции. На 80-те місце, здається, так? Да, за последнее время на 4 позиции мы продвинулись. То есть, посмотрите, поднялись вверх, и то благодаря тому, что, во-первых, облегчили там местные власти выдачу разрешений на строительство там, новых объектов, и благодаря тому, что действительно там Минюст провел достаточно много таких как бы мер, которые позволяли проще регистрировать бизнес. А во всех остальных сферах, там, например, таких как защита, там, грубо говоря, прав собственности, то есть суды, которые сплошь коррумпированы, и никакая судебная реформа еще не закончена. То есть я не знаю, почему президент сказал, что она закончена. Это неправда. И в Украине даже еще не начинали, по сути. Потом второй вопрос, там, скажем, проблемы, связанные с выдачей лицензий, разрешений, все равно стало слишком много. Потом, в конце концов, ГФС, там, постоянные маски-шоу непрощающиеся. Вот я приведу простой пример. Я недавно, как бы 2 числа, Гройсман отчитался в своем Фейсбуке о том, что, так сказать, больше маски-шоу не будет в Украине, маски-шоу стоп. А 4 числа пришло, значит, 37 человек, проверяющих налоговых в офис Киевстара. Общался с их руководством, они рассказывали все это. Перепрыгнули через через турникеты, забежали к ним, начали там выхватывать документы, там проводить такой жесткий обыск. Они говорят, подождите, так маски-шоу, стоп, мы же там были там в ассоциации Американской торговой палаты, участвуем там-сям, как бы мы договорились, что это все. Они говорят, а мы же не в масках. И это реальная история, вы понимаете? Это просто абсурд. Вся эта система... Тобто вони буквально сприйняли це маски-шоу, так, закон? Да, ну, можно и дальше жучить, требовать откаты, как бы бабло, вот как бы от бизнеса, ну просто маски не надо делать. Вот мы живем в состоянии такого абсурда, где, к сожалению, страной правят там ни народ, ни президент, ни самое. Вот раньше при Януковиче думали, вот Янукович уйдет, мы его свергнем, и все будет хорошо. Свергли. В каком-то смысле, конечно, вертикаль как бы коррупционная распалась. Но оказалось, что кроме Януковича еще есть 10 тысяч человек. То есть это вот экономический блок СБУ, генпрокурор, который занимается бизнесом, это, значит, ГФС, это чиновники, которые выдают лицензии, которые принимают решения и так далее, и тому подобное. И вот эти люди никуда не делись. То есть здесь 2 вещи. Первое, нужно максимально упростить все, что возможно, убрать эти все лицензии, разрешения, дать возможность бизнесу спокойно работать. Желательно, вот в идеале, как надо было бы поступать, это надо было бы, значит, просто сейчас создать одну единственную государственную службу финансовых расследований, а всем остальным просто запретить брать уголовные дела против бизнеса по экономическим преступлениям. Вот эти экономические преступления, все, только одна служба это все делает. И эта служба, она должна вообще быть... А ця служба де би мала бути? Це в рамках Державної фіскальної служби мала би працювати? Это вообще должна быть отдельная организация, я считаю. Вот всех специалистов, которые там принимали решения раньше, вот из фискальной службы, туда вообще не надо брать. То есть туда надо набирать... Ну, смогли же в НАБУ набрать новых людей? Вот так же наберите, грубо говоря, туда же новых людей. Надо будет там западных специалистов наберите. Пригласите там людей, не знаю, там, из Литвы, откуда-то еще, из США, откуда угодно. Чтобы они этим занимались. И все. И всем остальным вообще запретить трогать бизнес руками. То есть и тогда это все изменится, и коррупция как таковая, основная коррупция, которая в основном пасется там, где есть деньги, она пропадет. И вторая часть, конечно, это приватизация. То есть надо убрать эти кормушки коррупционные, на которых на потоках рассаживают своих людей. Все. Вот 2 варианта. Первое, щипаем там, где приходят там проверяющие, предъявляют искусственные претензии к бизнесу, требуют взятки, собирают мзду, потом ее распределяют по цепочке. Вторая тема коррупции – это государственное предприятие. Садишь своего человека, он делает покупки у того, кого надо, по завышенным ценам, по каким угодно ценам, и там ему приносят откаты, он несет наверх часть его. Все. Наскільки потрібним є Україні транш Міжнародного валютного фонду? Так, от гривня, вона відносно долара падала, стабілізувалася. От останні 2 дні пішло покращення, так? Це означає, що нам траншу не потрібно? Чи це таке Нам, безусловно, нужен транш. тижневе явище? Это улучшение пошло после того, как НБУ принял решение повысить учетную ставку. Что такое повышение учетной ставки? От вчора воно повисило так цю облікову ставку так звану. Засоби масової інформації мало приділили уваги, хоча це досить серйозна річ. Совершенно, потому что она определяет стоимость денег
принципе, в стране. То есть, если ставка высокая, значит, деньги дорогие, кредиты берут меньше, тратят меньше денег, соответственно, меньше вливается в экономику, и инфляция меньше, девальвация меньше, но и рост экономики ниже. Вот прогноз роста экономики на этот год это 3-4%. При росте мировой экономики, которую вот сегодня заявили на Давосском форуме, 3,8%. Означает, что экономика у нас вырастет меньше, чем мировая. По сути, по отношению к мировой мы даже откатимся вниз. А що касається, значить, Світову, це ми маємо на увазі всі країни сумарно, так? І Сполучені Штати Америки, Єврозону, так? ВВП всех стран мира суммарно. Какая-то страна вырастет на 10%, какая-то на 1%, какая-то упадет на минус 5%. Но если все вместе сложить, то в мире будет рост экономики плюс 3,8%, а в Украине плюс 3,4% по прогнозу Нацбанка. То есть мы вырастем меньше, чем весь мир. А от говорять те, що Національний банк України підвищив облікову ставку. Це говорить про те, що між Національним банком України та урядом існує прихований конфлікт. В решениях, так? Смотрите, Нацбанк сейчас, для него очень важно сохранить макроэкономическую стабильность. Это важно, в том числе, кстати говоря, и для кредита МВФ. То есть в прошлом году понижали ставку как бы учетную, таким образом экономика начала расти, запустили ее рост, что, кстати, привело к инфляции, то есть к повышению цен, потому что у людей появилось больше чуть-чуть денег, чуть больше пошли зарплаты, соответственно, они начали больше покупать, и это разогнало цены. То есть инфляция выросла. И в конце концов, вот в этом году они решили все это дело немножко подморозить. Почему? Потому что есть общие такие принципы, что если мировая экономика растет, значит, как бы будут расти цены на сырье и все остальное, значит, как-то там вытянут экономика, экспортеры, все остальные, общее экономическое состояние. Это значит, что сейчас можно как бы чуть-чуть подморозить учетную ставку, соответственно, это приведет к тому, что не будет такой сильной инфляции, не будет такого сильной девальвации гривны, то есть гривна не будет так сильно там... Ну, а ви реально вірите, що, наприклад, що нинішній крок НБУ, він кардинально змінить ситуацію з інфляцією і девальвацією? Он уже начал менять, то есть он немножко изменит. То есть это день-два, так? Да, она чуть-чуть откатится вниз и не будет так сильно расти. Но на самом деле, то есть это повлияет. Но это не повлияет глобально. Глобально нам обязательно нужен кредит МВФ. Он нужен как воздух. То есть как бы это может поменять, не на день, не на два. Я думаю, это там, на некоторый период времени, там, неделя-две, там, может быть, даже месяц, как бы на какое-то время, рост этого доллара, он будет остановлен. А дальше он снова начнет расти, как бы, то есть гривна снова начнет девальвировать, если мы, скажем так, не получим кредит МВФ для того, чтобы у нас були определенні запаси. А коли буде, так, облікова ставка вона підвищена, ми отримуємо кредит Міжнародного валютного фонду, але, скоріш за все, і бізнес, і населення будуть далі витрачати гривню і купувати валюту, так? І, на вашу думку, з цієї причини рівень гривневої депозитної ставки особливо не вплине на зниження девальваційних настроїв, скоріш за все? Ну, конечно, сейчас вообще по депозитам... Разумеется, запитання, так? Да, я понимаю, но сейчас по депозитам вообще как бы ситуация, скажем так, сложилась довольно непростая, потому что ставки по ним, в принципе... Высокие. И в дальнейшем как бы можно ожидать, что, скажем так, то есть у нас повысится стоимость кредитов, соответственно, повысится стоимость депозитов. Можно ожидать, если в прошлом году был некий откат по депозитам, по хранению, то есть в этом году можно ожидать снова как бы притока и изменения ситуации. То есть в том ключе, что люди, если повышается учетная ставка, соответственно, повышается стоимость денег. И повышается стоимость кредитов и стоимость депозитов. И может быть, наоборот, быть, так сказать, приток там, депозитов в банковский сектор. Но кредитование, с другой стороны, с такой процентной ставкой, кредитование будет никому не нужно. То есть кредиты, а банк это всего лишь, вы понимаете, это посередник, который собирает депозиты. А якщо люди не беруть кредитів, це означає, що економіка майже мертва. Да, и самое главное, то есть... Если, скажем так, кредиты берутся, то в этом случае имеет смысл привлекать депозиты. Если они не берутся, то депозиты для банков не имеет смысла привлекать. Якщо ми говоримо долар-євро, так, всі спостерігали, що останні 2 тижні євро стрімко зросло, так? Воно пробило ту позначку, яку ніколи ще не мало в Україні, понад 35 гривень. Да. З чим це пов'язано? Справді єврозона настільки укріпилася відносно долара? І чого очікувати далі? Доллар падает относительно всех остальных валют также. Если мы посмотрим, например, на иену, если бы у нас иена была бы тоже важная валюта, то доллар упал по сравнению с ней тоже. То есть любые конвертируемые, свободно конвертируемые валюты, доллар по сравнению с ними девальвирует. Это происходит... Коли дивимося на крос-курс так званий, так? Да, это происходит, значит, то есть доллар в принципе сейчас свои позиции теряет в мире. Это происходит, это делается, в общем-то, нарочно. То есть все эти рассказы про то, что там, как бы, да,
действительно есть такой факт, что евро оно выросло больше других валют, потому что, в принципе, экономика Европы растет, и достаточно большое количество денег после того, что произошло с Америкой, Америка закрылась, она стала более такой как бы протекционистской, ушло. Того, что произошло с Америкой, что вы маете на увазі? Я имею в виду после прихода Трампа, после того, что Трамп как бы объявил политику протекционизма, и после того, как... Американської економіки. Да, потому что Трамп начал закрываться в экономическом отношении по сравнению по отношению ко всему остальному миру. Часть денег отошло в Европу, и европейская экономика стала расти быстрее. Это повлияло на евро. Но с другой стороны, доллар в принципе девальвируется. И это происходит потому, что у Америки есть политика, направленная на увеличение экспорта. Когда валюта девальвируется, то это выгодно для экспортеров. Ну, например, я там продал свой товар на в Европу американского, да, я продал его на 1 000 000 евро. Со мной считались евро, я должен продать его, купить доллар. Соответственно, этот доллар, когда я продаю, когда я месяц тому назад его там заключил контракт, это была одна сумма, а теперь ко мне поступило евро, я его продал на рынке и получил больше денег, больше доллара. И для меня это выгодно. То есть, когда девальвируется... Это штучная ситуация? Да, девальвация любой валюты выгодна экспортерам. Когда Япония наращивала экспорт, она специально девальвировала свою валюту, так что у них происходила инфляция почти каждый день. То есть, якщо ми зараз дивимося так, тому що телеглядач може більше думати в таких практичних показниках. Ага, якщо долар зараз девальвує, це означає краще скуповувати євро. Так, це не факт. Не факт, конечно. І для Сполучених Штатів Америки це краща ситуація, коли зараз девальвується долар. Это, смотря для кого. Если говорить, то есть, смотрите, платит в конце концов за это все население, потому что зарплаты не растут так быстро, как девальвируется доллар. Соответственно, а выигрывает, собственно говоря, сам экспортер. То есть компания, которая экспортирует, вот, например, у меня компания, которая экспортирует, она выиграла, а ее сотрудники проиграли, и люди, грубо говоря, в стране проиграли. Но для компании это хорошо, она растет. А раз она растет, она может вложить в новое производство и так дальше. Такой вот макроэкономический как бы сценарий. Падіння долара відносно євро вже досягло дна чи ще ні? Я думаю, еще нет. Они будут его постепенно девальвировать, потому что им нужно, в принципе, наращивать объем экспорта. У них план за 5 лет нарастить экспорт на 20%. Тобто це план на півроку, на рік падіння долара? Чи ще далі? Я думаю, что это падение будет продолжаться еще некоторое время, по крайней мере, потому что им это выгодно, это позволяет им экспортировать. То есть Трамп пошел по пути, скажем так, реиндустриализации Соединенных Штатов, когда они по-новому как бы там создают условия для того, чтобы строились производства, чтобы они могли выходить экспортировать. Он защищает своих производителей. То есть это то, что называется этот протекционизм, который он сейчас вводит. Вот сегодняшнее выступление это было просто показательно. Человек пришел поговорить по поводу мировой экономики, по поводу роста в мире каких-то, так сказать, там, или будет кризис, не будет кризиса и так дальше, что вообще происходит, глобальных вызовов, трендов, там, ожидали там, что он поговорит про блокчейн, про там какие-то, вот как бы, про там биткоин, про что-то еще, про криптовалюту, про все остальное. Про роботизацию, а он начал говорить о следующем. Смотрите, экономика США сейчас растет, мы правильно сделали, что мы закрылись, так сказать, там стали протекционизм променять, мы правильно сделали о том, что у нас, значит, возрождается промышленность, инвестируйте все в США, и вообще, чего здесь все собрались в Давосе, лучше бы в США собрались, у нас вообще отличная площадка, я надеюсь, что мы с вами встретимся там. То есть зал сидит, я смотрю, они просто, они немая сцена, что называется. Ну, тобто сидять економісти, представники світової економіки. Да, сидят представители, прежде всего, той элиты, которая в принципе, всегда продвигал идеи глобализации. Того, что мир становится единым, единая, как бы, там, сказать, там, экономическая зона, единая площадка, что вообще все, стираются границы, грани между нациями, там, даже религиями, условно говоря, в конечном итоге, да, а для начала между экономиками, между зарплатами, между всем, вся унификация происходит. Приходит человек, который там, старую школу, так сказать, old school, там, начинает им толкать на тему о том, что вот у нас отличная страна, США просто возрождается наконец-то, инвестируйте в США. То есть, и, конечно, это как бы, людей поразило, понятно. И поэтому Америка применяет сейчас такие методы, она идет по этому пути, она будет наращивать эту индустриализацию. У них, в принципе, есть шанс с учетом того, что у них громадное потребление, то есть consumption, то, что вот одна из частей важных экономики, оно у них очень сильно построено. И если раньше как бы было как, дешевле произвести в Китае, привезти в США, как бы Китай завалил США товаром. Сейчас уже, кстати, Вьетнам перебирает эту роль, потому что в Китае повысилась стоимость рабочей силы, что там повысились эти заказы. Но сейчас вот Трамп говорит, Apple мне сказал о том, что они инвестируют $350 миллиардов в США в строительство новых производств.
Конечно, потому что сейчас идет роботизация, это новая как бы тема, и роботы могут сделать дешевле, чем китайцы. Тобто дешева сила вже не є такою актуальною, так? І Україна на цьому тлі починає програвати. Постепенно как бы роботы будут делать еще дешевле, Украина не будет проигрывать, я сейчас объясню в каком случае и почему. Роботы будут делать дешевле, грубо говоря, чем китайцы, и даже, может быть, со временем дешевле, чем вьетнамцы, потому что вьетнамцы пока дешевле, чем роботы. Значит, ну и, соответственно, имеет смысл уже в США открывать сборки, наполнять свой внутренний рынок, потому что он будет расти. Украина не будет проигрывать в том случае, если мы будем все плотнее и плотнее интегрироваться с Евросоюзом. Потому что у нас все-таки очень многие вещи здесь дешевле. Не только там энергоносители, они все равно как бы там не такие дорогие, хотя электроэнергия там уже почти сравнялась с европейской, но там некоторые вещи, там типа отопление, там все остальное, там какие-то коммунальные услуги, это все дешево. У нас все равно в любом случае, даже если появятся роботы, как бы есть определенная часть рабочей силы, которые как бы, ну, задачи, которые ты решать не сможешь без привлечения людей. То есть там инженеры, кто-то еще. Такой квалифицированный персонал, он в Украине имеется. Раз. Два. В принципе, в Украине сейчас достаточно дешевое сырье, материалы, дешевая стоимость строительства, дешевая стоимость как бы возведения новых объектов. Поэтому, если Украина решит проблемы, сказать, там, с войной, с рисками того, что бизнес может быть утерян в результате боевых действий, если Украина наконец-то проведет там реформы и поборет коррупцию, и мы станем полностью фактически зачистим, ну или сравним свое законодательство с европейским, сделаем его таким же, то у нас открываются очень хорошие перспективы для того, чтобы строить те же самые сборки, производства на границе с Европой. Потому что логистика близкая, рынки открыты, но по большинству товаров они открыты. И сейчас мы можем воспользоваться этим. Единственное, что мы можем создать даже новую индустрию. Единственное, что индустриальным районом, конечно, ни Днепропетровск, ни Харьков, ни даже Одесса уже не будут. Индустриальными районами станут в этом случае два региона – Галичина и Закарпаття. Вот это как бы будет, по сути, как бы новый Тому що новый з точки зору логістики, так? Совершенно. То есть они ближе всего к Близкість до Европе. Європи. Они ближе всего к Европе. Там есть достаточное количество квалифицированного персонала и кадров. Вот, и, в принципе, часть даже зарабичан могут вернуться, если там будут нормальные зарплаты. И дальше все. То есть вопрос только исключительно в том, чтобы инвесторы поверили в то, что это стабильно, это надежно, в то, что есть борьба с коррупцией, в том, что это честно, и в то, что завтра у тебя никто ничего не заберет. От я слідкував за Давоським економічним форумом і чекав підняття теми актуальної і гострої. Як на мене, так, ми говоримо про циклічність економіки. Так, ми пам'ятаємо кризу 98-го року, ми пам'ятаємо вихід з цієї кризи, ми пам'ятаємо кризу 2008-2009. Ми в 2018 році. І от за ідеєю цієї циклічності зараз єврозона високо стоїть, так, економіка показує хороші результати світова. Ми би мали війти в пік кризи світової економічної. Однак мало про це говорилося. Действительно, в прошлом году, еще скажем, в июне, Лагард предрекал о том, что в этом году может быть очередной виток экономического кризиса в мире. Standard & Poor's, агентство рейтинговое довольно уважаемое, тоже об этом же сказала уже в сентябре месяце. То есть такие сигналы были. Однако по итогам там какой-то такой консенсус прогноза и, условно говоря, там обсуждение этих тем в Давосе, все пришли к выводу о том, что все-таки в этом году экономика еще будет расти. Мало того, она вырастет максимально за последние 10 лет. Вот эти 3,8% максимальный рост мировой экономики за 10 лет. То есть, если сравнивать, например, с ситуацией, которую мы пережили в 2000-х, то сейчас, скажем, не 2008, а 2007 год. То есть вот 2017 должен быть как 2007. То есть вот когда все перло, грубо говоря. Ну, такое будет в мире. К сожалению, Украина этим не воспользуется так, как мы воспользуемся во времена Ющенко. Потому что во времена Ющенко не было войны. И потому что во времена, грубо говоря, Ющенко, когда все это происходило, у нас не было аннексированных территорий и угрозы постоянно, что неадекватный сосед там пойдет дальше. В принципе, ситуация с коррупцией, всем остальным она была плюс-минус такая же. Сьогодні ви зачепили вже тему приватизації, однак вона є дуже тісно пов'язана, якщо приватизуємо підприємства, прийдуть інвестори, а також з'являться інновації в Україні. І ось що про це сьогодні сказав під час економічного форуму президент України Петро Порошенко. Сьогодні дискутували про те, склянка наполовину пуста чи наполовину повна. У мене є інша версія – склянка не половинчата.
її вміст значно більший. І я думаю, що це дуже важливий меседж для інвесторів. Будь ласка, не гайте часу, не чекайте червня, липня, серпня, не чекайте осені. Сьогодні час для того, аби бути тут, у Давосі. Але завтра, ні, післязавтра, після всіх заходів у Давосі, ми чекаємо вас в Україні. But the day after tomorrow, please be in Ukraine. От справді Україна готова прийняти інвесторів. Дуже багато про це говориться. Фактично понад 3 роки в Україні, так вже 4-й рік. Ми чекаємо інвесторів, і вони все ніяк не приходять. Так і були розмови про те, що до нас великі хочуть зайти рітейли типу H&M, говорилося також про Ікею. І так далі. Оці всі речі, в принципі, вони би мали щось змінити в Україні? Смотрите, ну, по поводу H&M, во-первых, он действительно в ближайшее время уже зайдет в Украину, уже идут там переговоры, значит, относительно того, чтобы, ну, скажем, о помещении, уже идет набор сотрудников. Мало того, я был в этом году, в январе месяце в Польше, и там уже в магазине H&M бирки с гривной. То есть цена идет в гривнах. То есть, собственно говоря, они уже готовы полностью к тому, чтобы продавать на нашем рынке в этом году. Но это всего лишь торговая сеть. Ну, это, конечно, бенчмарк. То есть понятно, что Starbucks, H&M и IKEA нигде не работают в странах, где существует коррупция. Они не платят взяток, это их позиция. Поэтому для экономики это бенчмарк, что здесь можно работать для других инвесторов, не платя взятки. То есть это плюс этих компаний. Но особенно скандинавские компании, вот H&M и IKEA это скандинавские компании, соответственно, это у них как бы такая позиция. И для всех это важный сигнал, не больше того. Но это не то, что там люди построят там здесь 8 швейных фабрик, обеспечат людей работой, дадут зарплату вони и так прийдуть дальше. продавати просто. Да, то есть це не є в повному розумінні слова інвестор. Естественно. То есть, ну, он, конечно, это хорошо, что, как бы, в принципе, у нас появится такой инвестор, такая компания, которая работает только в чистую, значит, что это будет сигнал для других компаний, которые могут прийти. Давайте я приведу 2 примера еще как бы из бизнес-практики. Вот компания Арикана, значит, она там принадлежит одному эстонскому предпринимателю, который вложил деньги в то, чтобы построить в Киеве SkyMall, то есть такой торговый центр. Значит, в результате никаких махинаций оказалось, что этот пакет акций забрали люди, которые, как утверждает Варикана, приближены к Петру Порошенко. Конкретно вот один из них народный депутат из Ми говоримо про Грановського. Мы говорим про то, что это Адамовский предприниматель и его партнер, бизнес-партнер Грановский, которого тоже вызывали на допрос. Лондонский суд, высший суд Лондона, принял решение о том, что у них, то есть у Арикана забрали пакет акций, забрали, вот как считают, там, грубо говоря, Арикана, Грановский, Адамовский. Соответственно, как бы высший суд Лондона принял решение о том, что им нужно положено вернуть этот пакет акций. Они пришли с этим решением в прокуратуру. Прокуратура над этим посмеялась, потому что там есть такая тема, что в прокуратуре есть целый департамент, который там курирует, грубо говоря, по назначениям, кадровый департамент курирует самый депутат Грановский с окружения Петра Порошенко. Сказал, как бы там, ну, не в этой жизни. Там. Может, следующее вам его верну. То есть давайте просто примем закон, который бы прямо обязывал украинскую власть в хозяйственных вопросах принимать решения Высшего суда Лондона по хозяйственным вопросам. И Стокгольмского арбитража, предположим, по хозяйственным вопросам. И больше не пересматривать в украинских судах. И сделаем так, чтобы эти решения были окончательными, не подлежали обжалованию в Украине и сомнению не подлежали. Тобто я правильно розумію, що атмосфери ще нема для інвесторів? Да, это сделает намного больше для инвестиций, чем любые заявления в Давосе. Второе, как бы, тоже такое, ну, пример, который, можно говорить, Дельта Вильмар. Это сингапурский инвестор, там такой. Значит, он даже был на единственной встрече, когда приезжал сюда Ли Кван Ю, и когда он сейчас скучал, он единственный, кто оказался здесь, потому что он единственный человек из Сингапура, который приехал здесь, инвестировал. Производство пальмового масла, соевого масла, потом там перевалка в порту Южный и так далее и тому подобное. Сейчас они $150 миллионов хотели вложить во вторую, как бы, очередь перевалки. Там, это недавний скандал, завод, да. минулотижневий. Они отказались это делать, потому что с них неслась вот как бы одесский там ГСБ, там потом экономический отдел СБУ одесский, там еще прокуратура одесская подключилась, там, в общем, как бы они просто их мочат, то есть постоянно там маски-шоу, как они говорят, там, тобто всі хочуть трохи купони, так, як у нас кажуть? Да. То есть о чем мы говорим? Вот вначале давайте просто сделаем 2 простых шага, которые могут реально помочь стране. Во-первых, все решения в хозяйственном плоскости Лондонского высшего суда там, и Стокгольмского по хозяйственным вопросам, только по хозяйственным, не надо уже говорить там криминальные проваджения. Просто хозяйственные вопросы. Мы считаем, что они окончательно и как бы моментально выполняются в Украине, раз.
для инвесторов. А два, как бы, давайте сделаем следующую вещь. Создадим уже это то, что закон, который, между прочим, президент обещал на встрече с Европейской ассоциацией, с Американской торговой палатой представителями, что он будет до конца 2017 года уже внесен в Верховную Раду, проголосован в первом квартале. Он даже не внесен еще. То есть вот создаем службу финансовых расследований и запрещаем всем остальным вообще касаться бизнеса руками просто. Вот к бизнесу могут приходить только одна, и туда набираем новых людей. Выбирают туда людей, собственно говоря, там вот создаем как СНАБУ, там какую-то некую там общественную организацию, там берем там людей с посольств и так далее и тому подобное. Это люди и все бизнес-ассоциации. Вот они говорят, вот когда там Союз украинских предпринимателей, Европейская ассоциация, Американская торговая палата говорят, да, вот этого человека мы согласны, чтобы он был во главе, как бы мы согласны с тем, что он как бы он человек честный, адекватный, как бы он, чтобы он нас проверял, и так далее и тому подобное. И вот эти вот люди, они будут делать. То есть недавно видел такое выступление одного интересного человека. 5 секунд, Да. Олеже, бо мусимо закінчувати. Хорошо. Недавно видел выступление одного человека в России, который заявил о том, что российская власть, о том, что он переехал жить в Европу, и за 10 лет работы в Россию проверили сотни тысяч раз, а буквально за 3 года работы в Европе его проверили 0 раз. Вот то же самое должно быть и у нас, как в Европе, европейская страна. 0 раз должны проверять за 3 года. Дякуємо Олегу Гаврошу, редактору відділення бізнес-видання «Нове Время». Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося в цю студію вже за півгодини і будемо говорити, чого чекати діалогу від Курта Волкера та Владислава Суркова.